Селям алейкум, здравствуйте, в эфире телеканала Милет, программа «Бызым Акхымыс», «Наше право», и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы узнаем, на какую социальную поддержку могут рассчитывать пенсионеры, положен ли им по законодательству бесплатный проезд в городском транспорте и куда обращаться, если владельцы маршруток отказываются их вести. А также поговорим о льготах для ветеранов. Отвечать на вопросы будет начальник управления по делам инвалидов и ветеранов, предоставление льгот и компенсаций Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Мурат Гафаров. Добрый вечер, Мурат Рифатович. Здравствуйте. Мурат Рифатович, скажите, пожалуйста, имеют ли право пенсионеры на бесплатный проезд в городском транспорте? Да, действительно, все пенсионеры имеют право льготного проезда в транспорте городского и пригородного сообщения. Сюда относятся маршрутные автобусы. А скажите, пожалуйста, что делать, если пенсионера водитель отказывается вести, выгоняет или каким-то образом хамит, грубит? Они вправе обратиться в управление транспорта и связи администрации города, либо того муниципального образования, где они проживают, либо там, где им не предоставили ту услугу, которая им положена по законодательству на льготных условиях. Но вообще водители обязаны в таких случаях, когда человек предоставляет удостоверение, да, пенсионное, его провести бесплатно. Да, конечно. Они обязаны провести его бесплатно, потому что это за ними закреплено законодательно у нас. Спасибо. А скажите, пожалуйста, предусмотрено ли для пенсионеров бесплатное получение медикаментов? Если да, то как можно их получить? К сожалению, для пенсионеров по возрасту, по старости не предусмотрено право на льготы по медпрепаратам. Они не выдаются им, они только их покупают за собственный счет. Исключением являются только лишь, скажем так, федеральные льготники. К ним относятся инвалиды всех групп, к ним относятся инвалиды войны, ветераны боевых действий, к ним относятся граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, то есть граждане, пострадавшие от радиации вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Также право на данное наделены дети-инвалиды. Спасибо. А какие льготы вообще предусмотрены государством для пенсионеров? Для пенсионеров льготы предоставляются только лишь право льготного проезда в транспорте городского и пригородного. Если говорить о ветеранах, например, ветеранах Великой Отечественной войны, на какие виды социальной поддержки они имеют право? Скажем так, у них довольно-таки широкий спектр льгот, компенсаций, выплат. Это начиная от скидки на оплату жилья и коммунальных услуг. Также за ними закреплено право получения ежемесячной денежной выплаты. В зависимости от конкретной ситуации они данное право реализуют либо в органах пенсионного фонда, либо в органах социальной защиты населения по месту жительства. Это, опять же таки, зависит от, если это инвалид во Великой Отечественной войны, то он получает ежемесячную денежную выплату в пенсионном фонде. А что касается льгот на коммунальные услуги? Они обращаются к нам, в органы социальной защиты населения по месту жительства, пишут соответствующее заявление и реализуют свое право. А какие льготы? Льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. Это сколько процентов? В зависимости от категории льготника процент составляет 100, 75 либо 50%. Допустим, за инвалидами Великой Отечественной войны у нас в Крыму закреплено право получения льгот в размере 100%. Даже так? За тружениками тыла, которые работали в тылу в период Великой Отечественной войны, закреплено право получения 50% скидки. Что касается бесплатного санаторно-курортного лечения, может ли ветеран, например, отказаться от этого вида социальной помощи и получить средства, предусмотренные на нее в денежном эквиваленте?
Да, действительно, данное право им может быть реализовано. Для этого ему необходимо обратиться в пенсионный фонд до 1 октября текущего года, чтобы в следующем году получать ежемесячную денежную выплату в большем объеме. То есть есть так называемый набор социальных услуг. Что входит в пакет этих социальных услуг? Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное оздоровление, льготный проезд бесплатный к месту лечения и обратно, и обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи и медикаментами по рецептам врача. Это касается не только ветеранов, да? Да, но я хочу и других оговориться, то, что данное право закреплено только лишь за федеральными льготниками, куда у нас относятся. Это, я уже как-то говорил, это инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, те, которые были направлены в Афганистан и там получили ранения, контузии либо увечья. К ним относятся у нас граждане, пострадавшие от радиации вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Инвалиды абсолютно всех групп, также дети-инвалиды. Ежемесячную денежную выплату, в том числе и набор социальных услуг, имеют право члены семьи погибших, умерших ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, которым соответствующий статус был установлен в соответствии с федеральным законодательством. То есть уже после их смерти близкие также могут пользоваться родственниками? Близкие — это только лишь супруг, супруга, либо несовершеннолетние дети, а также те граждане, которые наделены правом получать пенсию по потере кормильца. То есть в данном случае сам льготник должен быть, скажем так, инвалидом с детства. Мурат Рифатович, скажите, пожалуйста, действительно ли удостоверение льготное, вот на сегодня, например, удостоверение, опять же, ветерана, да, труда или ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение украинского образца, и есть ли необходимость их замены на сегодня? Необходимость их замены отсутствует. Они действительны до момента окончания их срока действия. То есть, если данные документы, подтверждающие право на получение той или иной меры соцподдержки, были выданы со сроком, то вот пока не окончился срок, менять их незачем. Нет необходимости, да? Да. Скажите, пожалуйста, имеют ли право ветераны боевых действий, ну, как раньше называлось, да, или ветераны Великой Отечественной войны на бесплатное зубное протезирование? К сожалению, нет. На бесплатное зубное протезирование имеют право только лишь герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. То есть какие-то скидки тоже не предусмотрены? Скидки нет, да? не предусмотрены. Да, данное отменено федеральным законодательством еще было в 2005 году. При каких условиях именно человеку могут назначить, закрепить за ним социального работника, который может покупать продукты, оплачивать коммунальные услуги? То есть человек должен быть при этом одиноким, или вот каким критериям он должен соответствовать, и куда можно обратиться, чтобы оформить вот такую социальную помощь? Право на социального работника имеют граждане, а в первую очередь это одинокие, которые как бы не могут сами осуществлять за собой уход. Да? То есть у них отсутствуют родственники, либо они далеко. Для закрепления социального работника гражданам необходимо обращаться в Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В городе Симферополе они находятся по двум адресам. Граждане Железнодорожного и Киевского района обязаны обращаться по адресу улица Куйбышева, дом 3. Горожане центрального, проживающие на территории центрального района города Симферополя, обращаются по адресу улица 60 лет октября, 13/64. Спасибо. Где можно ознакомиться вообще с информацией о льготах для пенсионеров и ветеранов? Если какой-то сайт, может быть, да? Ознакомиться есть у нас на сайт Департамента труда и социальной защиты населения. Там размещена информация
Что касаемо льгот, компенсаций, выплат разового характера, также есть, хочу добавить, есть выплата материальной помощи. То есть граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в результате какого-то несчастного случая, либо он перенес тяжелую операцию, может обратиться к нам либо в Департамент труда и соцзащиты по адресу бульвар Франко, 25, за получением данной помощи. Также еще есть такая материальная помощь, которая предоставляется и за счет администрации города. Для реализации своих прав граждане обращаются по адресу улица Горького, 15. А что это за помощь? Вот более подробно расскажите, пожалуйста, то есть какого размера этой помощи? За ней можно единоразово обращаться, вы сказали, да? Да, она предоставляется единоразово, составляет порядка 3000 рублей. Ну и в зависимости от обстоятельств. Там как бы случай рассматривается комиссионно, индивидуально, да, индивидуально, и суммы разные. Кому-то выплачивают 10 тысяч, кому-то 3, кому-то 1000. А я знаю, что есть еще социальная помощь в размере 90 тысяч, да, вот такая помощь. Также, я так понимаю, что она рассчитана именно на людей, которые оказались в какой-то сложной жизненной ситуации, но люди, которые хотят, допустим, улучшить как-то свою жизнь, может быть, начав маленький бизнес какой-то, да, купив что-то и как-то улучшится их, например, условия, не знаю, там корову, может быть, приобрести. Есть такое? Да, действительно, это есть. Это государственная социальная помощь предоставляется, она на основе социального контракта. То есть граждане, изъявившие получать данный вид помощи, обращаются в органы социальной защиты населения. Они, в общем, предпринимают какие-либо действия. То есть это так называемый бизнес-план, что человек хочет предпринять, чтобы исправить свое, скажем так, материальное положение. И в данном государство помогает. Но дело в том, что как бы есть четкие условия, которые наш получатель должен выполнять. Он должен отчитаться за те средства, которые он получил, куда он их направил. Ну, это такой, как своеобразный, такой маленький, можно сказать, грант даже, да, какой-то вот, как аналогию это и назвать провести. И так, да. То есть человеку дается определенная сумма, он в соответствии с бизнес-планом тратит, реализовывает и предоставляет отчет о реализации этих денег. Да? Вот за такой помощью куда можно обратиться, как ее оформить? В органы социальной защиты населения. По месту жительства человека, да? Да, по месту жительства. То есть там уже более подробно расскажут, наверное, в зависимости от ситуации, что да, это, там, какие направления это могут быть, да? Да, там расскажут, пояснят, какие документы нужно собрать, кто конкретно на данный вид выплаты имеет право. Мурат Рифатович, скажите, пожалуйста, какие еще виды социальной поддержки оказываются ветеранам? Ветеранам также ветеранам Великой Отечественной войны, в частности инвалидам Великой Отечественной войны, законодательством закреплено право в получении материальной помощи на капитальный ремонт жилого помещения. Но для того, чтобы обратиться за данным видом помощи, нашему ветерану наш ветеран должен являться собственником того жилого помещения, в котором он живет. Которому необходимо ему провести ремонт. Да, действительно. То есть он его не подарил, не переписал. Ну, в общем, не просто зарегистрирован, там да, тоже должен быть, а именно является собственником. Да. На данную выплату имеют инвалиды именно Великой Отечественной войны, а также члены семьи. Каков размер такой помощи? Размер такой помощи составляет 100 тысяч. 100 тысяч рублей разово, можно получить вот при соблюдении вот этих условий, которые вы назвали, на ремонт помещения, в котором проживает и является собственником, как вы отметили, да, вот та категория граждан, которую вы назвали. Спасибо. А скажите, пожалуйста, что касается автомобилей, есть ли какая-то вот государственная поддержка или помощь в этом направлении для инвалидов? Инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, участники последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции,
Также инвалиды всех групп наделены правом в получении компенсации на приобретение автомобиля. На эту выплату имеют граждане, которые состояли на учете в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым. Сумма составляет для инвалидов общего заболевания 100 тысяч, для инвалидов скажем так, для ветеранов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции 150 тысяч. То есть это уже компенсация затраченных средств? Или же вот когда человеку не хватает какой-то суммы, допустим, для покупки автомобиля, и ему доплачивают? Нет, нет. Раньше же данные ветераны должны были, раньше же ветераны обеспечивались автомобилями от министерства. Нынче данное министерством не предоставляется, предусмотрена только лишь компенсация приобретения автомобиля. То есть выплачивается компенсация, и льготник вправе распорядиться данной выплатой по собственному усмотрению. Ему она предоставляется. Ему то есть данная ему просто выплата даются предоставляется. наличные деньги, Да, и наличные все, как он деньги. их потратит, он уже не отчитывается? Он не отчитывается, да. Спасибо большое, Мурат Рифатович. Скажите, пожалуйста, а вот какие льготы закреплены на сегодня за реабилитированными народами, которые проживают в Республике Крым? За реабилитированными закреплено право в получении ежемесячной денежной выплаты. Также они наделены правом льготного проезда в транспорте городского пригородного сообщения. Кроме того, внеочередное подключение домашнего телефона. Также предоставляется с 50% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг. Для получения этих льгот необходимо обращаться также в социальные департаменты? Да, действительно необходимо обратиться в органы труда и социальной защиты населения. Достаточно иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС, справки о реабилитации. Достаточно. Именно на основании нее, скажем так, гражданин реализовывает свое право. То есть удостоверение для этого специально удостоверение и свидетельство отсутствует необходимость. Разве что хочу добавить то, что свидетельство о праве на льготы предоставлялось на территории, выдавалось на территории Российской Федерации на основании справок о реабилитации. Но в 2005 году постановлением правительства отменили выдачу свидетельств о праве на льготы, заменили ее справки. Таким образом, наши граждане из числа реабилитированных реализовывают свое право на основании справки о реабилитации. Выдача свидетельств, скажем так, на данный момент не предусмотрена. Это тоже немаловажно, и этот вопрос интересует тоже на сегодня многих крымчан, крымских татар, вот особенно пожилого возраста. Я знаю, что люди переживают тоже и интересуются насчет того, будут ли выдаваться вот эти удостоверения. Спасибо, что вы пояснили, что вот именно в 2005 году это было отменено, и не только это у нас в Крыму, а на территории всей Российской Федерации, да, и что эта справка действительно она может заменять и заменяет на сегодня это удостоверение, то есть на основании нее можно пользоваться льготами. Спасибо большое, Мурат Рифатович, за то, что вы к нам пришли сегодня в студию. Время нашей программы уже подошло к завершению. Сегодня мы говорили о льготах для пенсионеров и ветеранов. На вопросы отвечал начальник Управления по делам инвалидов и ветеранов, предоставления льгот и компенсаций Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Мурат Гафаров. А если вы хотите задать вопрос юридического характера и получить онлайн-консультацию грамотного специалиста, вы можете сделать это на официальной странице телеканала «Милет» в Фейсбуке или Одноклассниках с пометкой для программы «Наше право». Ваш вопрос мы обязательно озвучим в эфире. А на этом все. Увидимся в понедельник в 20:00. Хорошего вам вечера. Не переключайтесь.